Рискованный способ подзаработать выбрали столичные мошенники. Прикрываясь инспекторами органов пожарного надзора, аферисты наведываются в торговые точки или места общественного питания и шантажом вымогают деньги у владельцев, то есть предлагают договориться. Звонки от якобы МЧСников поступали и в образовательные учреждения республики. Как избежать обмана, узнаем из профилактической беседы. Репортаж Михаила Тангиева. Здравствуйте. Здравствуйте. Сотрудники Государственного пожарного надзора, главный государственный инспектор города Магаз по пожарному надзору Беков Ибрагим Русланович. Предупрежден, значит вооружен. Именно под таким лозунгом ингушские МЧСники проводят профилактические беседы с сотрудниками торговых точек в Магазе. Поводом для выезда стали несколько случаев вымогательства от псевдоинспекторов, которые обходят госучреждения, частные организации, магазинчики, кафе и требуют с них денег. Взамен обещают закрыть глаза на небольшие недочеты. Чтобы не стать жертвой преступников, необходимо знать, как отличить настоящего сотрудника МЧС от ряженого. Для того, чтобы вы удостоверились, что они являются сотрудниками, они вам показывают удостоверение соответствующего образца. Удостоверения должны даты окончания и даты выдачи, все это должно соответствовать. Все должно быть заверено печатью и водяными знаками. Дальше они должны вам предоставить распоряжение на проведение проверки, заверенное вышестоящим должностным лицом, непосредственно начальником или заместителем начальника управления или отдела надзорной деятельности на соответствующей территории. При проведении плановых проверок лицо, в отношении которого проводится проверка, уведомляют за 3 рабочих дня до визита сотрудников МЧС. Если проверка внеплановая, то за 1 день. Большое спасибо нашим МЧСникам, инспекторам. Очень многое узнали, будем вооружены, так как уже знаем законы. Они нас коротко все нам объяснили. Порядок организации и проведения всех видов проверок инспекторами Государственного пожарного надзора регламентируется соответствующим федеральным законом. Но нельзя вот так просто прийти и начать проверку. При себе сотрудник МЧС должен иметь пакет соответствующих документов. В распоряжении должно быть указан непосредственно ваш объект, адрес объекта. Если даже название соответствует, но адрес другого, то инспектора не имеют права проводить у вас проверки. Распоряжение должно быть заверено соответствующей печатью, должно быть указана непосредственно дата проведения с какого по какое. Помимо этого, мошенники могут за деньги навязывать ненужные электроприборы, объясняя это требованием безопасности. Представители МЧС в который раз напоминают, что их сотрудники не занимаются установкой пожарной сигнализации, проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, а также не оказывают иные платные услуги населению и организациям. Представляясь сотрудниками МЧС, приходят на объекты, предлагают первичные средства пожаротушения, предлагают установить систему обеспечения пожарной безопасности, сигнализацию, водоснабжение, вот такие мероприятия. И под предлогом, что будет проводиться проверка и будут приняты штрафные санкции при неустранении указанных нарушений. И если не им будут предлагаться эти работы, что если не они будут их устранять, то они будут наказывать. Наказывать действительно будут, но только самих мошенников. Прикрываясь сотрудниками министерства и вымогая деньги на различных объектах, злоумышленники попадают под уголовную ответственность. Если есть сомнение, что перед вами не те, за кого себя выдают, нужно звонить на телефон доверия Главного управления МЧС по Ингушетии по номеру 8 873 455 99 99. Михаил Тангиев, Асхаб Илакиев, Новости 24.